как я уже сказал, не знаю ни одного государства, где слабый парламент, вот, где хорошая нормальная жизнь. Вот меня не раз спрашивали, я выступал, я говорил это громогласно, повторяю сейчас. На мой субъективный взгляд, это моя личная оценка. Я за нее отвечаю, могу обосновать. Из действующих наших 35 депутатов, критерием моим, как я понимаю, парламентарий, я 2 раза участвовал в этом процессе, знаю проблему изнутри. 5 человек соответствует. 5. Тогда как та тема, которую сегодня Алхаз Херсонович собрал, это золотой парламент наш, вы в самом деле эталон, каждый из вас была лично. Поэтому мы смогли решить те задачи, которые стали архиважные, самые жесткие задачи, где был вопрос, быть или не быть абхазскому народу, абхазскому государству. Вы это решили. Почему? Вот сегодня один выступающий говорил, что были критерии другие. Была борьба идеологии, идей, с идеями шли в люди. Как случилось так, что вот это приросло. Сегодняшняя политика – это борьба за кресло. Любое кресло. Когда меняются цели, задачи, меняются вообще подходы, то, естественно, и методика тоже как. Одно дело бороться за борьба идей, другое дело, когда дерешься за кресло, за должностное кресло. Это сразу идет торговля, купля-продажа. Вот я говорил изнутри, знаете, 2 раза участвовал, 2 раза проиграл, в 17 году, в 22. Пришел, рассказываю, объясняю людям идею, говорю, вот это вот такие мысли, такие были какие-то идеи, до сих пор они еще есть. И, кстати, планирую в 27 году опять участвовать, Бог любит Троицу. Надеюсь, будет получше ситуация, я очень рассчитываю на такие круглые столы в этом плане. Поговорил, ушел, на 2-й день пришли, засыпали все щебенкой. Там пошли, там выступил в этом районе, пришли поставить трансформатор. Все это на смарт. Винят политиков, не виноваты политики, виноват тот, кто продает свой голос. Правда, обратиться хочу, пользуясь ситуацией, каждая продажа своего голоса – это продажа суверенитета и продажа независимости нашей страны. Вот так надо понимать. Слушайте, мы же, извините за это самое, не идиоты, это такое культурное слово, там идиоты из романа Достоевского. Слушайте, когда мы выбирали за идею, когда мы выбирали по принципу, кто их там знает, имеет образование, имеет опыт, имеет жизненный опыт, что-то, как сказал, налоги платил, то есть человек, который знает жизнь, у нас все получилось. Когда мы начали торговаться, к чему мы пришли, вот сейчас до сих пор не можем с этого выпутаться, вот даже вот Беслан Алексеевич, уважаемый человек, я уже не верю, что у нас что-то получится и так далее. Я в это верю. Не панацея. Но один из выходов – это переход к пропорциональной мажоритарной системе. Скажу почему. Эти опасения, которые Валерий Ильич высказал, они для меня не обоснованы. Я считаю, по закону это ограничено. Четко закон регламентирует, что такие вещи делать нельзя. Во-первых. Во-вторых, чем лучше пропорционально-мажоритарная. Не все хотят быть в партии, хотят выступить. Пусть для них мажоритарий будет своя квота обязательно. Партия чем лучше? В партии рождаются политики. Партия соблюдает гендерный баланс, этнический баланс. То есть у нас... Если не ошибаюсь, 4 или сколько, 5 созывов, поправьте меня, когда вот огромная Россия, страна, которая нас признала, ни одного русского этнического, который представляет русскую общину Абхазии, да, слава богу, армянские общины, они компактно проживают, выбирают депутатов стабильно, там все даже в этом году уже в этом парламенте 4 депутата. Ни одного русского человека, это правильно, это неправильно. Я не хочу быть больше папой римского католика, но это политически неправильно. Я как политик, как ответственный человек, как руководитель партии, понимаю, что это неправильно, когда огромная страна, самая крупная в мире, лежит с нами по соседству, нас признала, поддерживает, гарантирует нашу безопасность. Ни одного депутата, который представляет русскую общину. Это правильно, это неправильно. То все граждане России там, так что... это немножко другой вопрос, и на это надо обращать внимание, между собой. Это разные вещи. Вот, поэтому нам надо поменять критерии. Тут я мяч на вашей стороне. Вы сегодня Единая Абхазия и Амсахара – это партия власти, правильно? Это условно, потому что мы с вами не формируем парламент, мы не участвуем в политических процессах, именно вот с точки зрения конституционных процессов. Мы просто партии, закон приняли о партиях, они есть, мы создали и сидим. Все. И они оживляются, наши партии, когда проходят выборы. Все остальное время мы просто не востребованы, не нужны, так и будет дальше до тех пор, пока мы не перейдем к партийной системе. Но сегодня вы формально представляете, и формально, и по закону, вы поддерживали власть, это мяч на вашей стороне, вы должны сделать все для того, чтобы эти процессы, они остановились. Как это может? Вот когда будет партийная система, чем она лучше? Вот будут спорить, соперничать Барзани и Адзенба, да? Тут что-то я не так скажу, Алхаз скажет, Шамиль Умарович, он немножко полненький, не должен быть депутатом. Мои братья обидятся, придут к нему. Его братья, если я не смогу сдержать свое слово, придут ко мне и так далее. У партии нет фамилии, имени, партии все представлены, партии могут быть
все одни и те же фамилии представлены во всех этих партиях. Поэтому вот эти вопросы личные, которые часто на выборах мы переходим на личные, они нивелируются. Это раз. Второе, еще раз повторяю, политики рождаются в партиях. Неправильно, чтобы 25 лет человек прожил, проспал на печи, кушал мамины пирожки, встал, взял паспорт под мышку, я могу, пошел, собрал братву, друзей, собрал деньги, там у дяди занял, у тети занял, все, пошел и стал депутатом. Это неправильно, это нархот.